Все самое важное и интересное за эту неделю. Старые скважины в Ухте в очередной раз заметили нефть на реке. Труп ребенка. Следственный комитет ищет мать, выбросившую тело младенца. Компенсировать вред. 2 гражданских дела по укусам собак удовлетворены судом. Возобновление работы. В Ухте повторно открыли университетский спорткомплекс и помощь друзьям нашим меньшим. В парке прошла акция сбора средств. Подробности прямо сейчас. В муниципалитете уже с 13 апреля идут работы по ликвидации последствий выхода нефти на поверхность водоемов. Факт первыми зафиксировали местные жители, они же выложили видео в социальные сети. Напомним, это не первый раз, когда ухтинцы обнаруживают темные нефтяные пятна на льду. Но в этот раз виновником утечки стали не промышленники, которые трудятся на территории муниципалитета теперь. Источника техногенного мы пока не усматриваем. В основном мы предполагаем, что это у нас нефтепроявления, которые связаны либо с природными выходами со старых скважин геологоразведки, либо с еще какими-то причинами, но все они, вероятнее всего, носят природный характер. По итогам работы комиссии нефтепроявления обнаружены в районе акватории реки Чуть, от устья и вверх по течению примерно на 2 километра. Также миграция нефтесодержащей жидкости в отдельных локациях в виде нефтяной пленки толщиной до 2 мм найдены на поверхности реки Ухты. Теперь там идут работы, установлены боновые заграждения для препятствования распространения нефтесодержащей пленки. В Ухтинском отделе Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела по статье 106 «Убийство матерью новорожденного ребенка». Напомним, дело было возбуждено в минувшую субботу, 10 апреля, после того, как местный житель, очищавший снег возле своего гаража по улице Дорожной в Ветлосяне, нашел странный пакет. Изначально мужчина подумал, что данный пакет с мусором выбросил кто-то на его участок из посторонних. Однако, заглянув в пакет, он увидел в нем тело мертвого ребенка. В области лица ребенка обнаружены скомканные медицинские перчатки белого цвета, и на трупе имеется сохранившийся фрагмент брюшного конца пуповины длиной около 20 сантиметров. Следователи сообщили предварительные результаты экспертизы. По заключению судмедэксперта, новорожденная девочка скончалась от синдрома внезапной детской смерти. Теперь следователи пытаются разыскать женщину, которая решила избавиться от тела ребенка после рождения. Также, согласно экспертизе, девочка родилась в ходе естественных родов примерно на 38-й неделе срока. Правоохранители настоятельно просят всех, кто может что-либо знать о случившемся, сообщить в отдел Следственного комитета по Ухте или в отдел МВД. При необходимости конфиденциальность и анонимность гарантируют. Ухтинский суд рассмотрел 2 гражданских дела по искам к администрации Ухты о компенсации морального вреда за причинение телесных повреждений в результате нападения безнадзорных собак. Требования заявлены в интересах малолетних детей, получивших раны различных областей тела в поселке Ветлосян. Потерпевшие проходили амбулаторное лечение, вакцинацию, лечение одного из пострадавших на момент принятия решения продолжалось. Суд установил бездействие со стороны администрации муниципалитета, отсутствие организации мероприятий по отлову безнадзорных собак на территории городского округа, что привело к причинению малолетним физических и нравственных страданий. Требования компенсации были удовлетворены в пользу малолетних, взыскано 45 и 60 тысяч рублей. Также судом частично удовлетворены требования законного представителя по одному из гражданских дел о компенсации морального вреда, поскольку физические страдания ребенка повлекли и нравственные переживания родителя, учитывая особый характер их взаимоотношений. Решение в законную силу пока не вступило.
13 апреля Ухтинский суд удовлетворил иск прокуратуры, которая требует законсервировать здание по проспекту Ленина, 24В. Напомним, не первый год здание в центре города пустует, но в прошлое лето в МВД все чаще стали обращаться местные жители с жалобами на заброшку. Дескать, там постоянно собираются подростки, а также асоциальные личности. Все это сопровождается распитием алкогольных напитков, криками и драками. Закончилось это более чем плачевно. Осенью в здании произошло убийство. В сентябре минувшего года прокуратура внесла администрации муниципалитета представление с требованиями законсервировать заброшку, однако работы не были проведены. В связи с чем в текущем году прокурор города обратился с иском в интересах неопределенного круга лиц к администрации МОГУ Ухта об обязании ограничить доступ как на территории непосредственно данного здания, так и непосредственно в само здание, поскольку в ходе осмотра было установлено, что территория хоть и огорожена, однако входные двери и ворота они не закрыты, непосредственно двери и окна в здании отсутствуют, что также, соответственно, может повлечь причинение вреда неопределенному кругу лиц. Администрация с иском согласилась. Теперь у органа местного самоуправления есть почти 2 месяца. Через 30 дней решение суда вступит в силу, еще 30 дней дается на устранение нарушений. Так что к середине июня здание должны законсервировать, заколотить двери и окна, укрепить ограждение, а также привести в надлежащий вид территорию, то есть вывести оттуда скопившийся мусор. Ухтинский университет провел торжественное открытие спорткомплекса «Планета Университет». Правда, без красных ленточек и долгих патетических речей. Комплекс с бассейном, напомним, был открыт еще в конце 2017 года. Но более года он был недоступен для посещения. Официальная причина – пандемия коронавируса. Возобновляет деятельность наш спортивный комплекс «Планета Университет», в который входит и бассейн, и сауна, и тренажерный зал. И массажный кабинет снова открывается, значит, и будет работать все лето. Когда, например, муниципальные бассейны закрываются, наш будет открыт, поэтому дети, родители могут посетить его в течение летнего периода. Руководство университета отмечает, вынужденный перерыв использовали с пользой, докупили инвентарь, решили технические вопросы, переоборудовали сауну, починили вентиляцию, довели до ума отопления. Теперь в помещении с чашей бассейна температура выше, чем в бассейнах спортивных школ, чтобы любителям и юным пловцам плавать было комфортнее. Бассейн у нас 25 метров, 6 дорожек, минимальная глубина 1,20 метра. То бишь дети могут комфортно себя чувствовать, кто не умеет плавать. Да? Самая максимальная глубина 1,80 метра. Вместимость 24 человека, 36 человек. Вместимость тренажерного зала, он у нас 63 квадратных метра, порядка 30 видов оборудования. И, значит, там вместимость от 12 до 15 человек, чтобы было комфортно людям. Напомним, спорткомплекс находится на территории Горно-нефтяного колледжа УГТУ и входит в систему университета. Но заниматься спортом в нем может любой желающий. Но ориентирована «Планета Университет» все же больше на обучающихся. Так студенты УГТУ могут заниматься тут на льготных условиях. В минувшее воскресенье детский парк стал центром дружбы братьев наших меньших и горожан. 11 апреля в некоторых странах отмечают День домашних животных. В России этот праздник не популярен, зато проблема животных, которым очень нужна поддержка, на злобу дня. Чтобы обратить внимание на проблему, но при этом сделать это позитивным образом, Молодежный совет Ухты организовал акцию, которая включила в себя как социально значимые задачи, так и развлекательную программу выходного дня. Молодежный совет организовывает акцию «Большая помощь маленькому другу». В этой акции мы собираем пожертвования для зооуголка и приюта для собак «Хочу домой». Мероприятие, надеемся, что станет традиционным. Основная задача мероприятия – это как следует повеселиться в свой выходной день.
Но за этим весельем не стоит забывать, что главной целью организаторы назвали обращение внимания на ответственное отношение к животным. Поэтому мероприятие включило в себя и акцию «Собака-обнимака». Владельцы домашних собак, как породистых, так и дворняжек, привели в парк своих любимцев, чтобы все желающие смогли с ними пообщаться, поняв, что собаки бывают не только кусачими. Четвероногие, воспитанные во внимании и заботе, очень миролюбивы, но есть и те друзья человека, которые этой любви лишены. И им нужна помощь. Животные хотят кушать, и мы бы хотели этим мероприятием народ привлечь к тому, что все-таки нужно помогать нашим братьям меньшим и к этому приводить наших деток маленьких. Именно поэтому акция помощи животным была ориентирована в основном на детей. В играх, развлечениях, танцах, забавных конкурсах малышне рассказывали о важности помощи друзьям нашим меньшим. Также на площадке раздавали угощения – чай, конфеты, сладкую вату. Все бесплатно, но желающие могли принять участие в сборе средств. Итог – чуть более 5000 рублей на поддержку обитателей зооуголка, а также собак из приюта «Хочу домой». Прав ли работодатель, не выдающий расчетный листок? В соответствии с статьей 136 Трудового кодекса при выплате заработной платы работодатель обязан выдавать каждому сотруднику расчетный листок. Вместе с тем, при реализации этого права на практике можно встретиться с некоторыми трудностями. Дело в том, что локально-нормативными актами, как правило, не закрепляется процесс, каким образом выдается расчетный листок, то есть под роспись или еще какие, чтобы были какие-то доказательства того, что действительно работодатель вручил листок работнику. И на практике получается так, что люди приходят и говорят: мне не выдали расчетный листок по заработной плате, я не знаю, сколько мне начислили, сколько я должен получать. То есть работодатель приходит и говорит: все давали, расчетные листки лежат в коробочке около бухгалтера. Вот мы переходим к такой спорной ситуации. Поэтому, когда уже доказываем, значит, не один, а несколько там работников, допустим, подтверждают, что действительно расчетные листочки не выдаются, то такой работодатель подлежит административной ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. Что делать, если работодатель не выдает вовремя трудовую книжку при увольнении? Статьей, если не ошибаюсь, 84 статьей 1 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при увольнении работнику выдается обязательно трудовая книжка. Но нужно учитывать, что в последнее время были внесены изменения в Трудовой кодекс, и сейчас часть работников осталась у нас с трудовой книжкой на бумажном носителе, а часть работников идут уже в электронном виде. Вот так, значит, если трудовая книжка на бумажном носителе хранится у работодателя, она хранится у него в сейфе, вот, он обязан в в день увольнения выдать трудовую книжку работнику. Если, значит, работодатель по каким-то причинам не выдал, по виновным причинам, да, не выдал трудовую книжку, соответственно, у работника сохраняется право взыскать с такого работодателя неполученный средний заработок за все время задержки трудовой книжки. То есть, если в суде будет докажет, что по вине работодателя он не смог устроиться в новое место работы, вот, и были существенно нарушены его права, то тогда, значит, работодатель понесет вот такие санкции. Может ли работодатель уволить работника за длительный больничный? Нахождение в лечебном учреждении работника является уважительной причиной, и работник, находясь в лечебном учреждении, обязан предоставлять работодателю, значит, листок временной нетрудоспособности. Да? Соответственно, если такие листки временной нетрудоспособности, они оплачиваются работодателем. Более того, даже человек уволенный, но заболевший в течение месяца после увольнения, он также может подать работодателю листки временной нетрудоспособности на оплату.
То есть это его право. Поэтому, если человек был уволен в период лечения, даже пусть там и длительное лечение, значит, в судебном порядке он всегда может восстановиться. То есть он должен подать в суд исковое заявление о восстановлении на работе, признание приказа об увольнении незаконным. Как часто работодатель должен выдавать зарплату? Законна ли выплата один раз в месяц? Это очень интересная такая тема. Раньше была практика, что работодатель, во-первых, по Трудовому кодексу, по части 6 статьи 136 Трудового кодекса, заработная плата выплачивается 2 раза в месяц. То есть там каждые 15 дней должна выплачиваться заработная плата. Вот. Работодатель сам, правда, устанавливает в локальном нормативном акте, положение об оплате труда, что, допустим, первая часть заработной платы может быть там 10%, допустим, да, вообще от зарплаты. А вторая часть будет 90%. Это уже как в локальном нормативном акте работодатель определит с учетом мнения коллектива. Вот, так, в принципе, и будет. Но сроки каждые 2 недели, каждые 15 дней нужно выплачивать заработную плату. Вот. И раньше была такая уловка, то есть пытались работодатели уйти от ответственности, то есть они собирали с работников заявление: прошу не выплачивать мне первую часть заработной платы. Вот. Заявление хранилось у бухгалтера, когда приходили с проверкой, значит, к работодателю, он показывал: вот Иванов не хочет получать у меня заработную плату за первую часть заработной платы, допустим. Я не виновата, да. Вот. Но потом уже сформировалась общая практика, что вне зависимости, значит, от каких-либо заявлений, то есть должны выплачивать каждые 2 недели, то есть каждые 15 дней, закон каждые 15 дней. Законно ли, что в МРОТ включили премию и сверхурочную работу? В МРОТ говорится о том, что это непосредственный труд. Премия, что такое премия? Премия – это поощрение работодателям конкретного работника за какие-то достижения в труде. Да, и если он хорошо работает, там, справляется, соответственно, какую-нибудь работу. Соответственно, в МРОТ ее по определению спрятать нельзя. МРОТ – это база, да, это база за отработанный период времени. Вот. Соответственно, к этой базе нужно прибавлять премию. Вот. Спрятать туда и нельзя. И туда же нельзя спрятать сверхурочную. То есть сверхурочная у нас работа там после оплачивается там в двойном размере, в полуторном, да, первые 2 часа сверхурочных. Вот. И, соответственно, они также прибавляются к базе. Соответственно, если работодатель пытается так схитрить, это повод для того, чтобы, значит, обратиться там либо в органы прокуратуры, либо в органы гострудинспекции для привлечения работодателя к административной ответственности и по части, по статье 5.27 Кодекса административных правонарушений и обязание работодателя произвести перерасчет заработной платы и доплатить эти недостающие денежные средства. Сократили зарплату, при этом не сокращен объем работы, сообщив, что перевели на полставки. Законно ли это? Если сократил работник, обязан выполнять работу в соответствии с трудовым договором. Любые изменения существенных условий трудового договора – это режим работы, со скольки до скольки, во сколько там обед, да, это, значит, размер оплаты труда, это существенное условие. И если что-то меняется в этом плане, обязательно должно быть дополнительное соглашение к трудовому договору, которое подписано сторонами. Если такого дополнительного соглашения нет, то у бухгалтера, по сути, отсутствует возможность, то есть отсутствуют первичные бухгалтерские документы для начисления и выплаты заработной платы. Поэтому, значит, и, соответственно, когда работник откажется от работы, которая, там, допустим, работать, ему приходится также оплатить стали в 2 раза меньше, да, вот, то есть, это повод обратиться уже в правоохранительные органы, я имею в виду, как минимум прокуратуру города Ухты, там, или Гострудинспекцию для того, чтобы значит, решить вопрос с таким недобросовестным работодателем.
Работодатель склоняет к увольнению, создавая невыносимые условия труда. Что делать? Это все оценочное понятие. Создает невыносимые условия для работы, то есть психологическое давление. И, как правило, очень тяжело доказать вот такие факты, что речь идет, по сути, о дискриминации. Увольнение и понуждение к увольнению по дискриминирующим признакам на практике, то есть суды, вот на моей практике ни разу не восстанавливали по дискриминирующим признакам. То есть, как правило, истцы не смогли доказать, что была дискриминация. Вот. Работодатель говорит, никакой дискриминации, человек там не справляется, мне не нравится, с каким качеством выполняет работу, там опаздывает, еще какие-то нарекания, да, вот, поэтому это в любом случае индивидуальный трудовой спор. По Трудовому кодексу индивидуальные трудовые споры, они разрешаются в суде. То есть должен в таком случае работник для себя должен решить, хочет ли он оставаться на этой работе, где его не любят, не ждут и не хотят с ним работать, либо идти в суд, обжаловать действия работодателя, подтверждать свидетельскими показаниями, да. Нужно, значит, также думать о том, чтобы истцу самому обеспечить должность свидетеля, то есть своих коллег, которые придут в суд и скажут, да, наш работодатель вот этого человека там оскорблял, дискриминировал, значит, но, как правило, работники боятся такие заявления в суде делать по страхам увольнения, ну или каких-то негативных последствий, то есть если говорить откровенно. Вот. Поэтому, значит, работник также может использовать там, допустим, аудио какие-то записи, ну, попытаться, значит, в суде предъявить, и если судья посчитает, что они были допустимыми, достоверными, это доказательства, то есть использовать в качестве как доказательства. Что делать, если работники подозревают работодателя в нарушении трудового права? Ну, если работодатель нарушает трудовое законодательство, значит, нужно обращаться действительно в контролирующие органы. Это также, допустим, госоргинспекция, то есть писать лучше заявление индивидуально от себя, вот, где указать обязательно, ну, чтобы соблюсти обязательные требования к обращению, это фамилия, имя, отчество, домашний адрес, желательно номер телефона, электронной почты для контактов с ним. Вот. Потому что обращение, которое поступило по электронной почте, допустим, контролирующий орган, и которое не авторизовано так называемых ЕСИА, единая система авторизации, вот, или там через госуслуги можно обратиться, да, чтобы можно было идентифицировать заявителя.